39-й театральный сезон, хоть и с известными ограничениями, прошел в Государственном русском театре драмы имени Искандера довольно насыщенно. За 9 месяцев Русдрам провел 120 мероприятий, из которых 105 репертуарные спектакли. И это не считая онлайн-проектов, на которые в условиях пандемии вынужденно перешли артисты театра. Мы сделали 3 высококлассные телеверсии наших спектаклей. Самого высокого класса, которые можно показывать в любом кинотеатре, в формате HD, Full HD. Это Хаджи Мурат, это Широколобы и Электро. Эти спектакли сейчас доступны по подписке в онлайн-кинотеатре ОККО, таком известном, да, это проект Сбербанка России. И мы даже уже получили первые роялти, небольшая сумма, конечно, но нам перечислила ОККО за то, что эти спектакли смотрели по подписке пользователи, перечислила определенную сумму. Мы уже заработали чуть на этом. Премьеры 39-го сезона – это постановки «Королевский Новый год», «Приключения Буратино», «Оскар», «Радость вопреки всему», «Дневник авантюриста», который изначально шел под названием «На каждого мудреца довольно простоты», и, пожалуй, главная премьера 39-го сезона – спектакль «Кровавая свадьба». Мне кажется, вообще в целом труппа стала работать иначе после этого спектакля, и в других спектаклях тоже. Это касается и речи, это касается энергетики, касается просто какого-то более глубокого понимания своей профессии. И этот спектакль шел у нас на аншлагах, пока не прекратилась наша временная деятельность. И, конечно, мы его на гастролях, особенно в Москве, просто триумфально показали. Там успех был невероятный просто. Несмотря на ограничения, труппа Русдрама умудрилась 4 раза показать свои спектакли за границей. В рамках программы «Большие гастроли» Министерства культуры России театр побывал в Смоленске и принял участие в фестивале русских зарубежных театров в Москве. Кроме того, Русдрам стал победителем на Липецких театральных встречах и с большим успехом показал «Игрока» на фестивале Достоевского. В Великом Новгороде на знаменитом фестивале Достоевского там не вручаются награды, то есть там нет мест, наград и всего остального, но мы там сыграли спектакль «Игрок», к сожалению, без нашей капеллы, но с концертным хором Санкт-Петербурга. Я вам хочу сказать, что это, на мой взгляд, был лучший показ «Игрока», актерский именно, в том, что касается работы актеров, видимо, какая-то мобилизация на гастролях, прям мощно было, и зал, конечно, был в потрясении. И там стоячая была овация, чего в Великом Новгороде не наблюдается вообще, в принципе, ни на каких спектаклях. Нам об этом сказали. Неоднократно генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба высказался о необходимости открыть театр зрителям. Мы должны научиться жить с этим вирусом, и театр должен работать, но с соблюдением всех мер безопасности. Это прекрасно реализовано в России и позволяет и не погубить театр, и не подвергать опасности зрителя. Почему же мы не можем так сделать, интересуется Ираклий Хиндба. Никто же насильно не заставляет приходить человека, который боится выходить из дома, либо который, боится. Пожалуйста, но дайте возможность людям, которые хотят увидеть спектакль, дайте им такую возможность. Тем более мы гарантируем, я даю слово свое, человеческое, профессиональное, какое вы хотите. Мы гарантируем соблюдение зрителями всех требований безопасности. Мы это сделаем, мы умеем это, мы знаем. Я не зря ездил и смотрел, как это организовано все. Гендиректор Русдрама признался, что переживает о судьбе театра. Я постоянно думаю о том, как сделать так, чтобы это дело не развалилось, чтобы артисты не потеряли интерес к профессии, не утратили веру в свое дело. Люди, которые здесь работают, они работают только в театре. У них нет других источников дохода. Если они сейчас начнут работать где-то в других местах, все, театр начнет распадаться. Это же трагедия. Потерять то, что у нас есть. Вот почему я очень переживаю по этому поводу. Меня это гложет, гнетет. Я не могу с этим смириться. Я не могу смириться с этим, пока я не удостоверюсь в том, что
все возможные способы испробованы, не допустить такого состояния, как сейчас. Если в зале, вот в этом огромном зале будет сидеть 80 человек на расстоянии в масках, что они будут под угрозой заражения, пусть меня убедят в этом. Ираклий Хиндба выразил готовность работать по нормам Роспотребнадзора или санитарной службы Абхазии, или даже предложить свое видение безопасной маршрутизации зрителей в театре, лишь бы дали работать. Причем решение по каждому учреждению культуры необходимо принимать индивидуально, считает гендиректор Русдрама. Здесь не должно быть общего подхода для всех. Понимаете, есть такие учреждения культуры, которые могут реализовывать эти меры, а есть, которые не могут. Но нельзя всех на одну ступень ставить, что все одинаковые. Не все одинаковые, извините. Есть более эффективные, более успешные, есть менее, более продуктивные, менее продуктивные. Более способные к выполнению государственных требований, менее способные. И вот надо давать возможность тем, кто может, им давать возможность работать. А не вот учреждение культуры, как вот некая вот общность, да, которая вот совокупность. Всем нельзя, либо всем можно. Это так не делается. В преддверии праздников артисты Русдрама не только скучают по новогодним спектаклям, но и активно готовятся к следующему юбилейному театральному сезону. Пока что анонсировано 3 премьеры. Моноспектакль Османа Абухба «Последний из ушедших» в постановке Джамбула Журдания, моноспектакль Миланы Ломия по произведениям Иосифа Бродского, режиссер Мария Романова, и спектакль по книге «Солярис» Станислава Лема в постановке Артема Устинова, режиссера «Электри». Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.